Снега у нас очень навалило, запустим дрон. Кстати, два горит, казалось. Да, вот она, щучка. Погнали, да? И, ребята, привет! Сегодня мы будем, так сказать, ловить щуку на карьере. Приехал к себе, у нас маленький карьерчик. Вот, попробуем тут изловить что-нибудь. Сейчас расставим ставочки. Вот, и будем пытаться. Так, расставим, получается. Будем расставляться, выбирать место, где будем расставлять. Так. Вот, в общем, сейчас чуть-чуть больше уделим внимания вот этим вот тростникам. Тут обычно летом стоит щука в этих зарослях. И в прошлый раз мы тут поймали были одну. Так, итак, жерлицы мы расставили. В общем, карьер, конечно, перспективный, но относительно, так сказать, трофея здесь не поймаешь. То есть, ну, максимум кинуть, ну, килограмма полтора. Вот. Ну, радует то, что тут мало ловит, просто вот уже почти не ловит. В общем, будем уделять больше, да, наверное, получается, ставочек решил поставить, потому что там по лету щука вообще прям гуляет хорошо. Сейчас насверлим луночки и все, и заряжаем жерлицы. В общем, все, расставились, получается, мы будем наблюдать. У нас здесь и флюрики стоят, и железо, ребята, и если что-то интересное получится, обязательно выложу этот, как сказать, так сказать, тестик, на что будет лучше брать щука. Ну, а карьеру лет где-то 60, а то и 70, но глубины здесь по-прежнему, то есть мотаешь, там метра два бывает, полтора там точно уже есть. Ну, даже по 2,5 мотает, получается, думаешь, блин, ничего себе, там глубина. 60 лет до сих пор не осыпался карьерчик. Это, кстати, ближе к Новогрудку, там карьерчики, там маленькие деревни. Все, наблюдаем, будем приходить, ожидаем, так сказать. Итак, ребят, ну, прошло часа два где-то. В общем, сейчас, чтобы не идти далеко, там просто снега у нас очень навалило, запустим дрон. Глянем с дрона вообще флажки ли горят, не горят. И, по сути, можно не идти. Хотя, ну, хотелось бы сходить, чтобы проверить, просто подергать их, мало ли там они упутались и заснули. Ну, в общем, запускаем дрон, глядим, стоит ли вообще идти или не идти. Так, ну-ка. Опа. Ну что, погнали, да? Сейчас на спорт-режим, поехали. Ну, вот это расстояние бы пришлось нам идти. Вот, в принципе, вот эти вот поля небольшие. Тут одни карьерчики. Вот. Потом тут переходили бы. И вот тут на горочке вот дальше. Получается, наверное, отсюда, да, он уже видно. Вот он впереди. Че, прикол, даже отсюда флажков не видно вроде как. Ну, по крайней мере, с телефонов они не видны. Так, ну-ка, что у нас здесь интересно? В принципе, замираем. Так, вот, вроде один горит. Один горит, нормально. Так. Ну, наверное, только один и горит. Эти не горят. Так. Да, вот один горит. И остальные, блин, ну, остальные ничего.
Блин, слушай, прикольная тема, так прикольно. Вышел с балкончика, по сути, вот рядышком домик, вышел, проверил на карьерчике, горят, не горят. Вот один флажок горит, ребята, мы сейчас выдвигаемся смотреть, что у нас там вообще там, есть что или нету. Кстати, это вроде на флюрка типа попалась щучка. Кстати, два горит, показалось. Вот еще. Два флажка горит, ребята. В общем, короче, погнали быстрее, сейчас пока не сошла. Подходим к этой вот. Два флажка. Ну, даже три горят, ничего себе. Мы пока дошли, третий загорелся. Смотрите. Короче, один. Сейчас я вам буду рассказывать, короче. Мы же тут еще, так сказать, эксперимент, так сказать, делаем. В общем, смотрите, вот это высокое. Это... О, мотает. Сейчас можно даже вытянуть. Ну-ка. Вроде есть что-то. Ну, сразу тяну, потому что тут корчи. Тут он может завести в корчи. Что-то, походу, в траве просто сидит. Вот. Вымотал, конечно, вообще жесть. Очень много вымотало. Прям пипец, как много вымотал. Ну, блин, не чувствуется пока, если честно. Так. Скорее всего, корчик. Так. Взяла за корч вроде. Она сидит, но за корч завела. Походу. Это, конечно, печально. В общем, здесь у нас стоит железо. Железный поводок. А вот там два, это флюрика стоит, флюрокарбона. Главное вытянуть. Потому что она завела за... Хотя странно, блин. Она, наверное, крутила ветку, потому что здесь двойник стоит, кстати. Вроде что-то есть. О, ребят, вот она, щучка. Фух, на железо бахнула. Ну, пока железо 1-0, но там двойники, получается, железо и флюр 1-2 пока что получается. Сейчас дальше идемте проверять. Одну щучку освободили, но пришлось все взять, она немного мелкая, я бы сказал, но захватила по самой, так сказать, внутренности. И пришлось вырезать. Ну, естественно, она мелковатая, конечно. В общем, сейчас тут стоят тройники, вот два, но это флюрики. Поглядим, что тут у нас. Ну-ка. Тут не мотало, я смотрел, пока доставал щучку. Сорвало просто. В общем, вот он и тройники. Ну, поклевка на флюрике 2-1, но тут сорвало просто карасик. Вот. Тройничок, флюрик стоит. Ну ничего, еще один флажок есть у нас флюрика. Ну что, и третий флажок, который загорелся у нас, тоже флюрокарбоновый, кстати. Опять кусты завела, но в кустах вот и оторвалась, ребятки. Так что, кто там говорит, двойники, тройники лучше. Вот получается, пока двойник победил, так сказать. Ну, приятно, и то 3 поклевки. Приятно. Прошла, так сказать, ночь. Сейчас проверим, так, не выходя из дома опять. Ну и вечерком летал, не было ничего, получается, ни поклевки, но то есть все флажки были заряжены. Вот сейчас проснулся, так сказать, проверим быстренько. Погнали, да? Опа. Ветер сегодня, конечно, сильный. Вот. Поэтому
немного трудновато ему будет. Так, ну подлетаем, подлетаем. Так, смотрим, что у нас тут. На первый взгляд ничего пока нету. А вот, два горят флажка, вот они. Два флажка горят. Так, 1, 2. Так, это вот 3. Или это ветром сдуло? Надо выдвигаться, смотреть. Но 2 флажка точно горят. А там, наверное, ветром их как-то сдуло. Посмотрим. Ладно, погнали тогда будем. Блин, ну, прикольно. Наверное, 4 поклевочки, я так понимаю. Но будем надеяться, что это не ветром их сдуло. Потому что сегодня ветер очень сильно. Там они тогда стояли. Вот, ну, выдвигаемся. В общем, вот поваленная. Раз, два. Надеюсь, там что-то есть, но, скорее всего, под ветра. И вот 2 горят. Ну, пока начнем с поваленных, давайте. Что у нас тут? Повалило и примерзло. Да. Ну, карасик живой, да, просто ветром повалило. Так, сейчас мы его опять закинем. Скорее всего. Поставим, пускаем пока постоит. Так, это холостая. Пошли ко второй. Тоже, скорее всего, наверное, будет холостая, просто от ветра упала. Да, это тоже холостая, просто от ветра, как я ожидал, упала. Ну, ветер сегодня, вчера был такой нормальный, ну, почти ветра и не было. Но сегодня просто жесть. Ну, начнем с этой ближайшей. Как ни странно, это, кстати, железо. И там железо. Пока по поводкам, ребята, стоят поводки разные. Что, посмотрите, в другом видео будет отчет, сколько вышло, получается, поклевок на поводке. Ну, тут вроде немного просто покусом, но рыбки-то нету. Закинем его обратно. Ну и последнее, что она здесь покажет, она вроде вообще не покусано. Я бы сказал, ничего не тронуто. Этот лед, конечно. Так, ну, все холостые оказались. Короче, еще оставляем на часика 2, будем, наверное, собираться. Блин, я думаю, что щучка есть. Ну что, ребята, так вот чудо не произошло. По истечении 2 часов мы поклевку не увидели. Вот видите, какой ветер. Скорее всего, это из-за перемены погоды, потому что вчера было где-то -2 максимум,
А сегодня минус 9, а еще ночью, что было, там еще холоднее. Скорее всего, такой скачок большой, поэтому щука немного, так сказать, где-нибудь так стоит и, по сути, не хочет атаковать. Всем ни хвоста, ни чешуи, ребята. Счастливо.